На этом футбольном поле в Карабулаке собрались не профессиональные спортсмены, а те, чья основная арена – это слова, образы и информация. Журналисты, блогеры, спортивные функционеры Ингушетии отложили свои микрофоны и камеры, чтобы объединиться в необычную медиакоманду «Ярик Шоу» и провести свою первую тренировку в рамках Кавказского медиакубка имени легендарного Буайсара Сайтиева. Так как у нас много проектов на медиаплощадке, мне поступило предложение из Москвы собрать футбольную команду «Ярик Шоу», которая будет представлять нашу республику на Кубке медийных личностей Кавказа имени Буайсара Хамидовича Сайтиева. Это очень грандиозное событие, которое будет в 4 локациях на Северного Кавказа. Также одна из локаций будет наша республика. Их цель не просто освоить азы футбола, а стать частью уникального проекта, который выходит за рамки спорта. Перспектива этого турнира – это привлечь молодежь к спорту. Да, вот как бы. Я, допустим, 45 лет, я готов сыграть, как бы у нас есть интерес выиграть кубок. Как бы это мы таким образом привлекаем молодежь, допустим, там, интернет, это все как бы это оружие, да, и как мы должны направлять в правильное русло, да, то есть привлекать к здоровому образу жизни, к спорту, саморазвитию, то, что принесет пользу нашему обществу. Вот так я вижу. А так имеем желание выиграть кубок. Вот наше первое собрание, причем это чисто медийная составляющая нашей команды. Представляете, если медийная часть нашей команды играет вот так, когда вот нейтральные наши футболисты подтянутся, мы же вообще всех разнесем. Понимаешь? Звучит очень так внушающе. Конечно. А мы уверены, мы настроены на победу. Хасан Халмурзаев, Хусейн Джафарков, эти все ребята, играющие в футбол. Да, они медийные, но при этом они, дзюдоисты, всегда играют в футбол. Поэтому даже если не брать футболистов, а выставлять чисто медиа состав, мы бы были очень конкурентной командой, это несомненно. Турнир, организованный Фондом поддержки журналистики, медиа и блогинга «Медиа Кавказ», а также медиасообщества всего Северного Кавказа. Это не просто футбольное состязание. Его главная цель гораздо шире – развитие и укрепление медиасообщества региона, повышение профессионального уровня журналистов, блогеров и специалистов по связям с общественностью. Это уникальная площадка для обмена опытом, нетворкинга и обсуждения актуальных тенденций в медиасфере. Это Калой Картоев, олимпийский призер наш. Это Халмурзаевы братья. Это Муса Мугушков. А также Чаборстова, который достаточно хорошую аудиторию имеет. И много ребят, где-то человек 40 набралось, хотя ограничения были 35, но собралось 40 человек. Кавказский медиакубок – это своего рода попытка взглянуть на развитие медиасообщества под новым углом. Здесь стремятся поощрять профессиональный рост и способствовать межрегиональному сотрудничеству, создавать новые связи. Когда представители разных медиа, разных республик встречаются на футбольном поле, они не только соревнуются, но и лучше узнают друг друга, укрепляют доверие, вырабатывая очень мощный инструмент для объединения и развития всего медиапространства Кавказа. Я года 2 назад играл в медиалиге. Я провел только 1 матч и получил травму. С тех пор я вообще не играл. И вот сегодня, так можно сказать, первый матч я сыграл. Так, нормально. Обстановка очень хорошая. Познакомились с ребятами, которые я не знал, видел в интернете. Несмотря на то, что я профессионально занимался профессионально раньше, я не играл последние несколько лет, наверное, точно, там, по разным причинам. И сегодня я был уверен, что после 10 минут я попрошу замену. Но в итоге сколько мы играли? 30 минут? Минут 30 мы играли, да? Нормально получилось. Проект охватывает весь Северокавказский федеральный округ. Основные мероприятия турнира проводятся в Чеченской республике, но участвуют в нем медиаспециалисты из всех республик СКФО: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также Ставропольского края. Эстафету активно подхватила Ингушетия. Здесь именитые спортсмены, блогеры и журналисты Ингушетии познакомились между собой, объединились и теперь активно готовятся к серьезному испытанию – первому выездному матчу. Разнообразие – вот это, наверное, самое лучшее, что можно было придумать. А то, что приурочено имени знаменитого человека, это дополнительно может многим придавать мотивацию и запечатлеть таким образом память человека. Это отлично, это хорошая идея. Первый футбольный матч в рамках Кубка медийных личностей имени Буайсара Сайтиева пройдет в Ингушетии. Открытие турнира запланировано на 22 июня на стадионе имени Рашида Аушева.